Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Кухонный обман. По его рекомендации я перенес газовый счетчик, но работы на этом остановились. Почему житель Казани уже 1,5 года не может получить заказанную мебель, расскажет Рамиль Галиулян. Технологии против вредителей. Для человека это не критично. Как в элеваторах республики сохраняют зерно от вредителей. О чудо-таблетках. Рамиль Шайдулин. Не хватает педиатров, терапевтов, онкологов. Те меры поддержки, которые есть, они позволяют все-таки сохранять положительный баланс по приросту численности как врачей, так и среднемедицинского персонала. Как в Татарстане решают проблему дефицита кадров, расскажет Алия Хайрудинова. В Татарстане проверяют факт возможного отравления детей в Альметьевске. Жаловаться на плохое самочувствие ребята начали накануне после обеда в 7-й школе. Об этом в соцсетях сообщил родитель одного из учеников. Он предположил, что детям давали хлеб с плесенью. После таких обращений в школу выехала комиссия и проверила работу пищеблока. Один ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение. Что могло произойти, выясняла наша съемочная группа. Сегодня родители забирают детей из школы пораньше. В целях безопасности уроки решено сократить, а детей разобщить. Одна из встречающих рассказала нам, что ее внучка, ученица 6 класса, вчера пришла домой с температурой. Девочку тошнило весь вечер. Ну вот, которая в 6 классе, что с ней конкретно? Нормально. Нормально это. Поносит, она рвет? Нет, больше ничего нет. Полшколы отравились обедом в столовую. Всех понос и рвота. Дочь сказала, хлеб был с плесенью. Такую жалобу оставил один из родителей на портале «Народный контроль». Новость разлетелась по соцсетям, где обсуждение подхватили другие мамы и папы. Вчера днем у дочери в классе мальчику стало плохо. На уроке стошнило. Сегодня полшколы у медика были с жалобами на живот, тошноту. И главное, у всех была температура. Позже в исполкоме сообщили, одного из учеников отправили в инфекционное отделение с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. Как сообщили в управлении образования, сегодня ребенку лучше. Тот ребенок у нас, который находится в больнице, она готовится к выписке, состояние хорошее у нее. И 6 детей, которые были вчера, которым предварительный был поставлен диагноз, но тоже анализы взяты. Мы классно-кабинетную систему организовали и промыли школу дезрастворами, лампами обработали и проветрили. Родители, которых мы сегодня опросили возле школы, говорят, что с питанием проблем здесь никогда не было. От родителей ничего не слышали, никаких жалоб, то есть все нормально. Ну, глупости это все. Мой ребенок здесь вот уже 4-й год учится, и вы знаете, просто вот очень позитивное отношение и к педагогам, и к кухне к этой. Как бы никаких вопросов нет. Слава богу, не болеет. Ну, просто сейчас, видимо, сезон такой, понимаете, нет. Она же инфекция всякая может быть. В медицинский блок обратились дети за время нашего пребывания там с болями в животе, с температурой и с жидким стулом. Дети были отстранены. И при опросе детей было выявлено, что да, дети болеют. С вечера у ребенка одного была температура, но на утро мама, посчитав, что учеба важнее, чем здоровье, отправили в школу. Поэтому большая просьба обращаться с такими жалобами к участковому педиатру, который назначит адекватное лечение, ребенок получит адекватное лечение, тем самым мы прервем цепочку вирусного заболевания и не получим дальнейшего распространения. В школу выехал Роспотребнадзор совместно с прокуратурой, проверили столовую, условия приготовления и хранения продуктов, осмотрели детей. Были выявлены текущие и устранимые нарушения дезинфекционного режима. При активном осмотре детей школы обнаружено 6 человек с ОРВИ. С профилактической целью у сотрудников пищеблока отобран материал для лабораторного исследования на возбудителей кишечных инфекций. На сегодня в пищеблоке и в учебных классах проведена дезинфекция. О результатах проверки Роспотребнадзор сообщит позже. Лена Знатулина, Адель Закирова, Ирик Хабибуллин, ТНВ Альметьевск. Вместо кухни мечты, потерянные деньги и череда судебных процессов. К нам в редакцию обратился житель Казани Николай Палагин. По его словам, он заказал мебель у частного предпринимателя. Сделал предзаказ, перевел большую часть суммы. Это было еще 1,5 года назад. Но кухни и библиотеки нет до сих пор. По словам специалистов, такие случаи не редкость. Ежегодно 5% обращений потребителей связаны с обманом при покупке мебели. Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников, расскажет Рамиль Галиулян. Здесь я планировал кухню
Была старая кухня, я ее разобрал, выкинул. С болью в сердце Николай Палагин вспоминает, как заказывал себе новую кухню 1,5 года назад. Мастера посоветовал знакомый. После замеров оформили договор, и специалист взял аванс. Кухню обещали установить за 45 дней, говорит он. Но и сегодня вместо заветного гарнитура голые стены и одинокая газовая плита. Он приезжал, делал размер. По его рекомендации я перенес газовый счетчик. Но работы на этом остановились. Вместе с кухней Николай Палагин заказал и библиотеку. За все мужчина внес 70% предоплату – 189 тысяч рублей. По его словам, получив деньги, мастер не раз сдвигал сроки. Сказал таким голосом, испуганным, что все, у него почти все готово, значит, только там фасадов не хватает. И он 5 октября, то есть сейчас было 1 октября, 5 начнет завозить. Но прошло 3 недели, ничего не было сделано. Летом этого года Николай Григорьевич выиграл несколько судов. С учетом возмещения морального ущерба должник обязан выплатить ему больше 600 тысяч рублей. Только вот судебные приставы не могут взыскать деньги с владельца фирмы, так как в собственности у него ничего нет. Кроме этого, выяснилось, ранее бизнесмен уже был замешан в финансовых скандалах. Есть еще эпизоды, то есть он также заключал договора, денежные средства брал и не исполнял свои обязательства. Так как пока на данный момент не можем найти имущество, находящееся в собственности, взыскание пока затрудняется. Чтобы услышать позицию предпринимателя, мы попытались с ним связаться, но на звонок он так и не ответил. Вызываемый абонент не отвечает. Перезвоните позже. Мы готовы его выслушать. При подготовке репортажа обратились в Госалкогольинспекцию. Здесь отметили, ежегодно 5% обращений потребителей связаны с обманом при покупке мебели. Эксперты советуют тщательнее изучать изготовителей. Узнавать о дееспособности, о действительности этой организации. Для этого есть интернет-ресурсы, как Федеральной налоговой службы. Проверь себя и контрагента, забивайте ИНН, и он выдает, кто зарегистрирован, когда зарегистрирован под этим ИНН. Если это действующая организация, можно и посмотреть год образования этой организации. То есть, если это образовалось буквально на днях или год назад, то изучать более подробно. Как можно вернуть свои деньги, Николай Григорьевич пока не представляет. Он ищет других товарищей по несчастью, чтобы написать коллективное заявление в полицию для возбуждения уголовного дела. Рамиль Галиуллин, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. С 3 ноября процедурой внесудебного банкротства смогут воспользоваться пенсионеры и получатели социальных выплат, если их основной доход – пенсия или пособие. К тому же у них не должно быть имущества для выплаты долгов, а срок исполнительного документа не превышать 1 года. Под новый закон попали и те, кому исполнительный документ выдали более 7 лет назад. Минимальная сумма долга снизилась с 50 тысяч до 25 тысяч рублей, а максимальная повысилась до 1 000 000. Для начала процедуры внесудебного банкротства необходимо подать заявление в МФЦ. Задолженность по возмещению вреда, выплате зарплаты и алиментов списать нельзя. Всего, если говорить о процедуре внесудебного банкротства, которая началась у нас в сентябре 2020 года, то есть уже более 3 лет, по настоящее время в МФЦ Татарстана подали заявление о возбуждении процедуры 1513 человек. Возбуждено же всего 420 дел о банкротстве, из них 321 к этому времени уже завершены. Нижнекамцам больше не придется стоять в очереди за выпиской из домовой книги. Документ был необходим для перезаключения договора на техобслуживание газового оборудования. Сделать это нужно до 1 января 2024 года. Времени остается мало, поэтому в эти дни законопослушные нижнекамцы стоят в очереди за справкой. Некоторые по несколько часов. После ажиотажа и жалоб горожан Горгаз решил упростить процедуру. Как именно, расскажет Светлана Звонарева. Все на улице стоят. Видеокадры очередей, в которых люди стоят за выпиской из домовой книги, в эти дни облетели все нижнекамские соцсети. Горожане возмущаются. Чтобы получить документ, нужно несколько часов ждать приема специалиста. Платить приходила, очень большой очередь был, сейчас не очень большой. У меня номер 362, а сейчас проходит номер 355. Это совсем мало, вы что говорите? Я по своему вопросу подходил, вот недавно, тут моментально за 10 минут я ушел. Но сейчас народу чуть-чуть больше.
А что это не терпимо все, нормально, я считаю. На жалобы нижнекамцев газовики отреагировали оперативно. Сегодня очереди есть, но меньше. Выписка горожанам понадобилась из-за изменений в федеральном законе. Они обязывают собственников жилья перезаключить договор на техобслуживание газового оборудования до 1 января 2024 года. Выписка – один из необходимых документов. После информации об огромных очередях Горгаз пошел навстречу. Жителям Нижнекамска больше не нужно предоставлять выписку из домовой книги. Между ЕРЦ достигнута договоренность о формировании и передаче общего реестра, включающего в себя информацию о проживающих в прописанных квартирах всех многоквартирных домов города. Теперь для процедуры нужны только копия паспорта, копия документа, подтверждающего право собственности и при наличии копия паспорта газового счетчика. Светлана Звонарева, Анжелика Степанова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск. В Татарстане не хватает 1300 врачей. В топе кадрового дефицита педиатры, терапевты, анестезиологи, реаниматологи, онкологи. Вопрос сегодня обсуждали на совместном заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам и экспертного совета. Сейчас в республике по целевой программе учатся более 2000 студентов. По программе «Земский доктор» в этом году привлекли 127 специалистов. Правительственные гранты 800 тысяч рублей уже получили 114 человек. По соципотеке жильем обеспечили 142 медработника. С этого года республиканский Минздрав перед приемом на работу в большие медцентры обязал ординаторов год отработать в ЦРБ, а фельдшерам готовят помощников. По словам парламентариев, эффект от принятых мер есть, поэтому они отразятся в проекте бюджета следующего года. Наличие 3 вузов сегодня позволяет оперативно реагировать на запросы практического здравоохранения. Соответственно, и подготовка специалистов идет уже, как студентов, так и врачей, идет уже немножко другим образом. Новая система организации работы в рамках кураторства в Республике Татарстан тоже позволяет направлять молодых специалистов в районы. Вот таким образом, вот такими мерами удается ликвидировать тот дефицит, который есть. Также сегодня рассмотрели проект закона о бюджете республики на 3 года во втором чтении. В парламент поступила 181 поправка. Они касались сфер здравоохранения, дорожного хозяйства, образования, экологии, АПК, социальной сферы. Так, дефицит бюджета на следующий год с учетом поправок составит 15 миллиардов рублей. На 2025 – 12,5 миллиардов, на 2026 – почти 19 миллиардов. То, что должно было выделяться на следующий год федеральные средства, выделяется в этом году на строительство, порядка 15 миллиардов рублей, это в 2023 году. И на следующий год он отражается как в виде бюджетного кредита, и мы его должны как бюджетный кредит отразить в этом году. И погашение этого кредита в следующем году предусмотрено за счет финансирования. И поэтому оно как бы у нас в доходах 15 миллиардов есть на следующий год, а в расходах нет, потому что в расходах он отражается в 3-м разделе. Аномально теплая погода в Татарстане заканчивается. В ближайшее время установится климатическая зима на 3 недели позже обычного. Уже завтра утром республика окажется под влиянием холодного циклона. Ночью температура опустится до -4 и ожидается снег. Однако эта зима может стать короче, предполагают на кафедре метеорологии КФУ. Это одна из главных причин явления Эль-Ниньо или повышения температуры поверхности Тихого океана. В этот период происходит аномальный выброс тепла в атмосферу, что влечет за собой потепление по всей России и в других частях земного шара. Говоря о этом явлении, оно продолжается уже сейчас и по прогнозам сохранится как минимум до апреля. Таким образом, при общем климатическом тренде более раннее наступление весны и при условии, что в настоящее время есть такой вот климатический феномен, именно поэтому и предполагаем, что эта зима может быть короче. В Татарстане начали обеззараживать зерно. Это мера, необходимая для обеспечения его сохранности. Рекордный урожай прошлого года и низкие цены привели к избытку зерна на элеваторах, складах и в ангарах. Поэтому сейчас важно защитить от порчи и вредителей и прошлый, и нынешний урожай. Это так называемый переходящий запас интервенционного фонда. Наиболее действенный метод – обеззараживание. Специалисты сегодня приехали на Арский элеватор. Репортаж Рамиль Шайдульна.
Минимум дважды в год эта машина пересекает ворота Арского элеватора. На борту специалисты, оборудование и специальное вещество, позволяющее хранить зерно в состоянии высшей товарной категории. Для этого зерно обеззараживают. На этом элеваторе свыше 75 тысяч тонн зерна, из них 40 принадлежит государству, поэтому и качеству хранения предъявляется особое внимание. Его берегут и от плесени, и от вредителей. Процедура обеззараживания – одна из самых действенных мер. Больше половины зерна – это урожай еще рекордного прошлого года. Специальные пестициды помогают хранить его годами, по-прежнему здоровым и готовым к севу. Процесс у нас происходит вот такими устройствами для внесения зерна в таблеток. Устройства называют фумигаторами. Они позволяют доставлять пестициды на самую глубину. Работать приходится на высоте. Сегодня специалистам предстоит обеззаразить 5000 тонн зерна. Для этого в него погружаются таблетки, которые уже через 20 минут начнут разлагаться, выпуская губительный для вредителей газ. Это вещество, оно впоследствии разлагается полностью. Соответственно, оно действует только на вредителей хлебных запасов. Для человека это не критично. Здесь знают, если не проводить такую процедуру, то пораженное зерно начнет самосогреваться, а потом и портиться. Даже одна пропущенная обработка может привести к значительной потере и количества, и качества. Первая обработка у нас проходит перед сдачей технической базы. Это у нас получается июнь-июль месяц. Там мы обрабатываем пустые складские емкости. И вторая обработка – это уже когда склады полные, перед заходом в зимний период. В случае необходимости процедуру повторяют, но это происходит крайне редко. По словам специалистов, обеззараживание не только убивает имеющихся вредителей, но и защищает от новых. Рамиль Шайдурин, Игорь Романов, ТНВ, Арский район. На Донбассе память погибших в боях увековечили на Аллее Славы. В открытии принял участие вице-премьер Татарстана Евгений Варакин. Мемориал посвятили военнослужащим мотострелкового полка 1231. В память о павших воинах был дан тройной оружейный залп. Также вице-премьер вручил награды отличившимся военнослужащим. Их получил 21 татарстанец. Кроме этого, Евгений Варакин осмотрел экспозицию музея, оборудованную военнослужащими из нашей республики. Треть казанских автобусов подлежат немедленной замене, но денег нет. Перевозчики и мэрия Казани не могут договориться о том, кто заплатит за обновление автопарка. Придется ли пассажирам ездить только на троллейбусах? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Главное управление ветеринарии республики отмечает 30-летие. В честь праздника сотрудники районных отделений получили новые машины. Ключи от них вручил премьер-министр Алексей Песошин. Глава правительства подчеркнул, благодаря слаженной работе всего агрокомплекса Татарстана, важной частью которой является ветеринарная служба, республика остается одним из ведущих регионов страны по развитию сельского хозяйства. Ветеринарам республики передали 30 автомобилей «Лада Нива Тревел». Каждая оборудована всем необходимым, отличается хорошей проходимостью, ведь специалистам приходится оказывать помощь и в самых отдаленных селах. На ветеринарную службу возложена ответственная задача по недопущению возникновения опасных заболеваний. Без надлежащего ветеринарного сопровождения невозможно сохранение и развитие животноводства, производство качественной продукции. Уверен, что ветеринарная служба и далее будет обеспечивать стабильное развитие важнейшей отрасли агропромышленного комплекса, безопасность и конкурентоспособность производимой и реализуемой продукции. Если не будет транспорта, мы вовремя не успеваем подъехать для проведения лечебных мероприятий и так далее. Вот поэтому транспорт – это основное. В нашем Матнинском районе около 40 тысяч поголовья крупного рогатого скота, поэтому наличие средств передвижения автомашины нам очень важно. Передовые технологии ветеринарной службы представили Алексею Песошину на специальной выставке. На протяжении 30 лет активно развивается материально-техническая база. По республиканским программам с 2013-го ежегодно выделяется по 30 миллионов рублей на ремонт районных объединений. Так отремонтировано уже 243 и построено 126 ветпунктов. Сегодня в Казани стартовал республиканский молодежный форум «Дружба народов. Богатство Татарстана». На пленарном заседании подвели итоги его 10-летней истории. Еще на первом форуме приняли решение о создании молодежной ассамблеи народов республики. За это время участниками форума стали более 1500 человек, представляющих разные национальности. Они реализовали 50 проектов, направленных на сохранение традиций и обычаев народов Татарстана. Это фестивали «Жемчужины мира», «Мозаика культур», «Таба» и многие другие. Этот юбилейный форум собрал в столице 160 участников.
в этом году на форум отобрали непосредственно участников уже с имеющимися идеями, с готовыми, с имеющимися проектами, для того, чтобы они на протяжении вот этих 3 дней активно поработали с наставниками. Больше проектов появляется, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, будь то студенты, будь то мигранты, трудовые мигранты. Идет развитие, и потом культуры взаимообогащаются, культура всего мира. Сегодня мир очень прозрачен. Но самое главное помнить о своих истоках, своих корнях. Я считаю, что молодежная ассамблея это удается, и те проектные практики, которые они реализуют в рамках этого форума, тому подтверждение хорошее. Сегодня в казанском поселке Левченко открылась обновленная мечеть Сулейман. Вместо небольшого здания теперь целый комплекс с 3 полумесяцами, молельным залом на 300 человек и учебными классами. Мечеть Сулейман была открыта в 1999 году. Именно здесь началась большая волонтерская работа, курсы для незрячих, мероприятия для детей – все, чем сегодня известен благотворительный фонд «Ярдем». Об истории поселковой мечети и ее будущем в нашем репортаже. Огромный комплекс площадью больше 1000 квадратных метров сегодня собрал сотни верующих. Работы шли 2 года. Теперь над мечетью возвышаются 3 полумесяца. И снаружи, и внутри преобладает белый цвет. Обновленная мечеть сохранила прежнее название – Сулейман. Еще в советские времена здесь был молельный дом, а веру защищал Сулейман Бабай. Сегодня здесь его сын. Участник гражданской войны, участник финской войны и участник Великой Отечественной войны. Был единственный имам, все вокруг него крутилось. Даже русские к нему ходили, шкиря, которых уже неизлечимые дети, приводили своих детей к нему. На месте молельного дома в 99-м открылась небольшая мечеть. В 2002-м имамом стал Ильдар Баязитов. При нем пристраивают минарет, открывают учебные классы и начинают проводить благотворительные акции, прежде всего для людей с ограниченными возможностями. В 2007-м учреждают фонд «Ярдем» еще до строительства одноименной мечети на Серова. Еще 20 лет назад зарождалась социальная работа, социальное служение. Вот мы здесь проводили лагеря, работа началась с незрячими, по обучению Корану. Мы здесь первые Кораны по Брайлю выпустили в этой мечети. В 2008 году мы приехали к Ильдар Хазрату, это был март месяц. Я увидел людей, слабовидящих и абсолютно слепых, у которых абсолютное счастье на лице, и вокруг них они все светились. Некоторые люди там годами ждали, потому что только 16 человек, по-моему, могли внутри одновременно находиться. Теперь только молельный зал вмещает 300 верующих. На 2-м этаже женская комната, в отдельном крыле учебные классы, столовая, культурный центр для молодежи. В Татарстане уже принято, что у каждой мечети есть своя изюминка, свое направление. Потому что мечеть – это не только место поклонения, но они порой выполняют некоторые социальные, закрывают некоторые социальные потребности. Планируется, что здесь будет некое продолжение того пансионата, который есть у нас в деревне Барбаш Балтасинского района. Я очень рада, что построили большую мечеть. Она очень красивая, посмотрели. Здесь достаточно верующих людей. Конечно, все рады и открытию. Вы сами можете убедиться, сколько людей здесь собралось. Надеемся, что эта мечеть также будет полна прихожанами, полна уроками, полна детишками, которые будут сюда приходить, получать знания. Главным меценатом строительства стала Разия Еникеева, композитор и музыковед, вдова известного мецената Руслана Латыпова. Видя, что в Казани мало мечетей, люди не умещаются в этих мечетях, и я познакомился с Ильдар Хазратом, и он мне показал это место. Площадь позволяла уже построить и мечеть, и медресе. Это то, о чем, собственно, и мечтал мой муж. Сегодня сбылась мечта и всех мусульман поселка о своей большой и светлой мечети. Лина Знатульна, Адель Медубаев, ТНВ, Казань. Казанская православная духовная семинария получила бессрочную аккредитацию по основной образовательной программе бакалавриата «Теология». Теперь выпускники смогут получать дипломы гособразца. Это стало настоящим подарком к 300-летию духовной школы. Большие праздничные мероприятия пройдут на следующей неделе. Это конференция «Богословие и светские науки», божественная литургия в Казанском соборе Богородицкого монастыря. Ее проведет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Также сотни религиозных деятелей и священников соберутся на форум православной общественности. Приглашены гости из 25 регионов России, духовенства Казахстана, Беларуси, Сирии, Китая, Сербии, Коста-Рики.
Это очень знаменательный, такой выдающийся исторический юбилей, событие, и к нему подошли с определенными достижениями. Накануне получили государственную аккредитацию, то мы дальше будем трудиться над тем, чтобы аккредитовать и магистратуру нашей духовной школы. Поэтому это тоже очень важное направление, еще многое нам предстоит сделать. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. А сейчас о погоде на завтра расскажет Динар Бодрудинов. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, Исянмисыз, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане становится холоднее, к республике подходит антициклон. Подробнее через несколько секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Сохранить тепло вашего сердца и бодрость духа в эти ноябрьские дни поможет санчи. Благодаря богатому полезными веществами составу, санчи дает энергию, нормализует сон, помогает при головных болях и хронической усталости. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Только 20 ноября в аптеках Фармленд скидка на санчи 20%. Телефон для справок 8 92 72 36 71 75. Сайт sanchi.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Кукмаре и Балтаси облачно, местами пройдет снег. Температура днем 1-2, ночью 7-8 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах также пройдет снег. Днем будет от 0 до 1, ночью от около 7 мороза. В Аксубаево, Мамадыше и Чистополе облачно, снег. Днем около 0, ночью около 6 градусов мороза. В Набережных Челнах, Агрызе и Сарманово будет облачно. Здесь пройдет снег. Днем 0-1, ночью от 5 до 8 градусов мороза. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево примерно такая же картина. Ожидается пасмурная погода, местами снег. Днем около 0, ночью от 4 до 6 градусов мороза. В туристических городах нашей республики погода практически не отличается. В Свияжске облачно, временами снег. Температура днем -1, ночью -7 градусов. В Болгаре днем также небольшой снег. Ночью ожидаются осадки. Днем 0 градусов, ночью 6 градусов мороза. В Елабуге снег. Днем около 0, ночью -6. Вамин – производитель сыров и сливочного масла с многолетним опытом и любовью к вам. Продукция изготовлена из отборного молока по традиционной рецептуре на современном оборудовании. Вамин – натуральные, вкусные и полезные продукты в каждый дом. В столице Татарстана ожидается облачная погода, временами снег. В предстоящие сутки будет 1 градус мороза днем и 6 градусов мороза ночью. Давление выше нормы – 756 мм ртутного столба. Ветер северный, умеренный, влажность 68%. Магнитное поле Земли спокойное. По предварительным данным, в предстоящие дни температура продолжит понижаться. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи. Энергозамушло болсын.